Всем привет, с вами Варган74, меня зовут Максим Тамонов. Это значит, что сегодня мы будем говорить о варганах, будем что-то распаковывать, слушать звук, тестировать новые инструменты. Наливайте себе чайку, устраивайтесь поудобнее. Я пока распакую вот эту чудесную посылку от мастера Егора Тартакова. Итак, поехали. С хомусами Егора Тартакова я знаком довольно давно. Первые обзоры на инструменты этого мастера я делал, наверное, в далеком 2014-2015 году, когда Егор еще только начинал. Вот. Эти обзоры вы можете также посмотреть на моем канале. Если вам интересна вообще история становления этого мастера. С тех пор прошло довольно много времени. С Егором мы продолжаем сотрудничать довольно плотно. И с тех пор хомусы Егора эволюционируют. И вот сегодня мне пришла посылка 2 новых якутских хомуса с более утяжеленной рамой и с высоким звуком. На ваших глазах я вскрываю посылку в предвкушении и буду тестировать сегодня звук новеньких инструментов. Напоминаю, что это формат распаковки. Здесь мое мнение достаточно субъективно. То есть я прежде не играл на этих инструментах, конкретно вот на этих двух, держу их в первый раз, поэтому о звуке и о качестве я могу только догадываться. Исходя из моего прошлого опыта, хомусы Егора были прекрасны. Надеюсь, что и в этот раз мастер не подвел. Впрочем, я уверен, что эти инструменты будут хорошие. Так, вот мы вскрыли коробку. И внутри обнаружили 2 вот таких красавца хомуса. Один, второй. Что ж, давайте смотреть подробнее. Беру первый попавшийся. Смотрю. Это довольно большой кованый хомус относительно моей ладони. Он в деревянном футляре. Футляр, какое дерево, это определить сложно, но тактильно довольно приятен. Футляр снабжен на этот раз очень надежным шнуром. Похоже, что это паракорд. Вот извлек хомус. Что замечательно в этом хомусе? Во-первых, увесистая кованая рама. То есть в руке лежит надежно, уверенно. Хомус прекрасно заполирован, что значит, он не будет ржаветь, если его хорошенько протирать и хранить в сухости. С обратной стороны мы видим, не знаю, сейчас возьмет фокус камеры или нет. О, и солнышко выглянуло еще. Прекрасно. Прекрасный орнамент. Меня прежде всего интересует звук этого хомуса, поэтому незамедлительно буду пробовать. Поближе к рекордеру. Попутно расскажу об играбельных качествах этого инструмента. Что ж, начну с рамы. Рама в руке лежит очень удобно, можно брать разными хватами. Таким, каким угодно. Язычок. Довольно высокая конусность, широкий у основания,
узкий у загиба, коленце высокое. Так, сейчас линейки под рукой нет, но на глазок здесь сантиметра 2 высота, что вполне себе в якутской традиции. Колечко очень маленькое, такой каплевидной формы. Палец практически не цепляет. Начну с медленной игры в якутском стиле, а там посмотрим. Хорошо, мне нравится. Сразу протестирую второй хомус, а потом скажу общее впечатление. Берем второй хомус. Останавливаться долго на внешнем виде я не буду, поскольку, как вы видите, хомус аналогичен предыдущему. Если вам интересно разглядеть хомусы поподробнее, вы можете всегда подписаться на мой инстаграм-канал, где я выкладываю фотографии хомусов крупно, в хорошем разрешении, в хорошем качестве. Либо вы можете зайти в мою группу ВКонтакте, там тоже будут фотки этого хомуса.
Меня же здесь интересует звук, что ж, берем, пробуем. Мне кажется, что здесь где-то близко к ноте ре большой октавы. Хорош зверь. Очень нравится. Итак, что ж, хорошо бы сделать вывод по этим двум хомусам. И вывод таков. Новая модификация хомусов Тартакова с утяжеленной арамой и более жестким язычком мне, как музыканту-варганисту, очень нравится. Я считаю ее очень-очень перспективной. Это я говорю прежде всего как человек, который несколько лет играет на хомусах. Вот такой инструмент хорошо бы оставить себе в личное пользование, в коллекцию, в запас. Но так вышло, что один из этих инструментов уже обрел своего хозяина и завтра полетит к своему новому владельцу. А второй хомус может стать вашим, и ссылка на него будет в описании. Почему я рекомендую этот инструмент? Ну, во-первых, меня как исполнителя прежде всего интересует звук, и он здесь хорош. У него есть долгий выразительный сустейн при довольно высокой настройке, что редкость для высоких инструментов. Как правило, долгий сустейн – это достоинство низкочастотников. Здесь же хомус средней частоты, то есть это примерно ре, может быть ре диез большой октавы. То есть это не слишком высоко, не слишком низко. Поэтому второй пункт, по которому я рекомендую брать этот хомус, это такая золотая середина, с которой стоит начинать. Третий пункт – это
его удобства, за счет массивной кованой рамы, которая прекрасно лежит в руке и, что характерно, практически не вибрирует от язычка. Она поглощает всю вибрацию в себя. Это очень удобно, в особенности, если вы любитель играть на хамусе долго или играть на хамусе в быстром темпе. Как правило, при такой интенсивной игре вибрация от язычка начинает плавно переходить в вашу удерживающую руку, в вашу челюсть, и это доставляет определенное неудовольствие при игре. То есть на эти ощущения ты начинаешь отвлекаться вместо того, чтобы концентрироваться на звуке. Первые хамусы Тартакова с более тонкой рамой имели такое свойство. Сейчас за счет более тяжелой рамы этот хамус достаточно стабилен и удобен для игры в разном темпе, и в быстром, и в медленном. Что касается звуковых характеристик, то это якутский хамус, а значит у него есть все преимущества якутского хамуса. Это и богатство звука, красочные обертоны, тембральное расслоение и, самое главное, высокая управляемость. Все звуки, которые издает этот хамус, всеми ими я могу управлять, делать их тише, громче, подчеркивать какие-то нюансы. И это достоинство прежде всего дорогих, сделанных вручную варганов. Ни один инструмент широкого потребления, будь то уральские варганы или хакасские, не даст вам такой чистоты звука. Это объективный факт. Поэтому, если вы хотите себе инструмент на вырост, если вы хотите себе приобрести варган и забыть на долгое время о пополнении своего музыкального арсенала, я советую вам взять вот такой хамус Тартакова и радоваться жизни. Вот. Ссылочка на него будет в описании. Ставь палец вверх, если тоже любишь якутские хамусы. Подписывайся на канал, нажми на колокольчик, чтобы смотреть новые выпуски. Обязательно посмотри еще распаковки якутских хамусов. С вами был Варган 74, меня зовут Максим Тамонов. Всем пока!